Центр притяжения смелых и талантливых на ближайший год – музыкальный телепроект «Апснестар». А это многочисленная команда, которая работает над проектом, и 15 конкурсантов, которые являются главными героями музыкального шоу. Участников отбирали на кастинге, оценивали строго и объективно. Очевидно, что каждый из них верит в себя. К примеру, Виктория Лаби, выпускница музыкального училища имени Гнесиных, низкий тембр голоса и ее преимущества. Достаточно редкое явление – это низкий женский голос, как и в академическом пении, которому я обучалась, так и в поп-музыке, эстрадно-джазовом направлении. Ну, песню я буду петь Элин Дион «All by myself». Да, я могу просто начало. When I was young, I never needed anyone. Участвовать в проекте Виктория решила самостоятельно, а двух подруг Амину Джарсалия и Нилу Начкебе уговорили мамы. А хорошая поддержка, как известно, есть половина успеха. Чтобы нас люди узнали. Победа – это не важно. Амина выступает на этом концерте, а ее подруге Ниле ждать выхода на сцену еще несколько месяцев до начала второго сезона. Ведь работа проекта сформирована в 2 сезонах. И самый главный ее плюс – возможность прибавить знаний. С конкурсантами будут работать педагоги по вокалу и сценическому мастерству. Перед выходом на сцену успеть сделать фото, как дань истории для наставниц, тем более за спиной довольно известных и полюбившихся многими певиц Фаи Мархоли, Саиды Агарба и Ильды Кучуберия многочисленные выходы на сцены. Но в этот раз все иначе. Роль наставниц в проекте для них не в новинку. Каждая руководит собственной вокальной студией. К примеру, Фая Мархоли – выпускница Московского госуниверситета культуры и искусств. Более 10 лет назад основала детскую музыкальную студию Next, которую успешно реализует. По ее словам, «Апснестар» – новый и интересный этап творческого пути. Проект стал новым этапом в жизни и ее сестры Миранды Мархоли, правда, куда более ответственным. Я, конечно, понимаю, что там присутствует моя сестра, это тоже волнительно. Конечно, не то, чтобы я рассчитываю на поддержку, лишь бы не мешала, так скажем. Судить конкурсантов будут народная артистка Нинель Бжания, солист государственной капеллы Алхас Ферзба и музыкант Анри Гунба. А за кулисами жарко. Эмоции бьют через край, много суеты, волнуются организаторы, несмотря на то, что за спиной год работы над первым выпуском «Апснестар». Продюсер Роланд Бганба обещает, что этот выпуск перезагрузит на все 100. Конкурсанты самобытны, а программа насыщена. Мы возвращаемся в новом формате, мы возвращаемся с новыми декорациями, мы возвращаемся даже технически. У нас подход, все, что сейчас будет происходить в этом проекте, это практически от того «Апснестар» у нас остается только название. На кастинг пришло более 70 человек, было даже больше, но не смогли преодолеть барьер и не вышли. Они были здесь, но не вышли. Да, такие тоже были. И вот мы надеемся, у нас в апреле будет второй промежуточный кастинг, что те люди, которые переживали, они вернутся, да, чтобы мы смогли раскрыть их таланты. Затевая такой достаточно редкий для Абхазии музыкальный проект, нужно быть готовым ко всему. Как к отмене концерта из-за отсутствия электричества, так и к критике, которая неизбежна. Роланд Бганба утверждает, что команда к этому готова и, более того, конструктив примет на вооружение. По поводу критики, абсолютно спокойно к этому отношусь. Даже если она будет прилетать к нам как к авторам, ну и, наверное, участники, они более болезненно будут это все воспринимать, но мы с ними тоже беседуем на эту тему. Но вы знаете, когда ничего не происходит и нечего критиковать, по большому счету, всегда есть что улучшить, и мы к этому тоже готовы. Абхазские песни. Конечно же, без них проект просто невозможен. Стоит ли говорить, что абхазский музыкальный фольклор достаточно богат, а современные стихи органичны в музыке? Музыкальный инструмент в умелых руках и оригинальное многоголосие, похоже на пение души. Группа «Анатрио» репетирует за кулисами. Скоро им выходить на сцену и открывать концерт.
В современной эстраде достаточно хитов на абхазские стихи, музыка ложится органично. В этом поприще долгие годы трудится музыкант Анри Гунба. В этом проекте он музыкальный продюсер. Новые исполнители, запоминающиеся хиты и просто хорошее настроение. Главная цель и требования генерального спонсора проекта – компании сотовой связи «Аквафон». Для нас очень важно предоставить нашей молодежи площадку для самореализации. Нам очень важно, что будут написаны новые хиты, и на абхазском в том числе. Это придаст какой-то дополнительный импульс для развития нашей абхазской эстрады. Мы уверены, что появятся новые наши абхазские звезды. Мы хотели бы, чтобы этот проект остался в памяти, в сердцах наших зрителей. Мы очень рады поддержать, и, конечно же, организаторы. Им огромное спасибо. Ираклий Джумутя, пожалуй, единственный, кто пожелал исполнить абхазскую композицию, ведь в основном конкурсанты выбирают зарубежные, желая проявить широкий спектр вокальных данных. У Ираклия все проще. Он владеет навыком игры фактически на всех национальных инструментах. На сцену в этот раз он выйдет с аккордеоном. Песню Таурова «Моя Абхазия». Вокального образования нету, я музыкант сам, играю на народных инструментах, заканчивал Сухумское государственное училище культуры. В зале работают 7 камер, за пультом режиссер телеверсии Джану Цурцумия. Телезрителям обещают красивую картинку и качественный звук. Долгожданный проект «Апснестар. Перезагрузка» начал свою работу. Зрительский зал полон, со сцены их приветствуют ведущие Сарей Кварацхелия и Нарсоу Абухба. Представляют им команду наставников и жюри и, конечно же, генерального спонсора – компанию «Аквафон». Конкурсантам рукоплещут, наставники и жюри выносят свой первый вердикт. Концерт удерживает внимание от начала до конца. По всему видимому, организаторы справятся со своей задачей – раскрыть таланты и подарить яркие и незабываемые эмоции. Асида Малия, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.